Сегодня школы вновь заполнились так им привычными голосами, шумно в коридорах. Начинается новый учебный год. В нашем городе введена новая школа, ее номер 17. Наступил учебный год, но и осень нам немало дней хороших принесет. Уже земля сменила платье, надела праздничный наряд. Сегодня праздник, школьный праздник по всей земле для всех ребят. Войдем в распахнутый дворец открытых, радостных и встреч. Страницам новых книг поверим, друзей научимся беречь. Учеба, здравствуй, школа, здравствуй, идем за знаниями в поход. Сегодня праздник, школьный праздник, встречаем мы учебный год. Скажем добрые слова про Ивана Ивановича Сокотушка. Этажи за этажами школа новая растет. В стране с наличкой напряженка, на стройку деньги он дает. Иван Иванович, дорогой, профинансировали корпус основной. Вы, как прежде, денег не жалейте, за бассейн душою заболейте, чтоб закончили до срока строительство школьного фока. Как жаль, что нету Швастецова, иначе взял бы он мольберт, писал бы в строгости суровый портрет Эдуарда Васильевича Сунцова. Этот дядя очень строгий, зря шутить не любит. Вот когда объект сдадут, улыбаться будет. Он серьезен на работе, ответственность большущая. Как построить, где покрасить, что срочно, где текущее. Школа наша новая, школа образцовая. Уникальным был проект, нравится вам или нет? Раздается голоса, раздается дружный клич. Спасибо, Корвель Анатолий Владиславович. Мы вас очень уважаем, в школу в гости приглашаем. Постараемся ее беречь, не устраивать картечь. Кстати, может этот год проект коррекцию внесет? Вы немного покорпите, планетарий дочертите, ипподром, и автодром, остальное додумаем потом. Со снабжением порядок, стулья, парты завезли. Только маленьким так много, старшеклассникам ни-ни. Что же делать, как же быть, постарайтесь не забыть. Говорим спасибо вам от всей души. Как красиво сделали все вы. Так давайте крепче будем мы дружить и друг к другу в гости чаще приходить. Ждем вас в гости! Слово нашим первоклассникам. Или детский сад. Мы из глины мастерили и лошадок, и зайчат. А теперь открывай нам, школа, дверь. Принимай, школа, нас, принимай нас в первый класс. Мы давно все буквы знаем, научились их считать. Мы по пальцам сосчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Главный труд теперь учеба. За учебой смотрим в оба. Наша линия тверда. Двойки нет, пятерки да. А теперь открывай нам, школа, дверь. Принимай, школа, нас. Принимай нас в первый класс! Новая красивая школа номер 17. А хозяйка этой школы Алла Владимировна. Алла Владимировна, чем ваша школа отличается от школ города? Вы знаете, она уникальна тем, что по проекту даже уже отличается. Дело в том, что ни одной школы в городе нет такой, потому что к ней именно в комплексе идет физкультурно-оздоровительный комплекс, который, к сожалению, еще не сдался в этом учебном году и планируется только на следующий учебный год, в котором будет 2 спортивных зала, там будет тренажерные залы, значит, у нас плавательный бассейн и интересный проект тем, что актовый зал необычный, с балконом, большим, огромный актовый зал, столовая на 450 посадочных мест, светлая, неплохая. Хорошо, что у нас, допустим, очень нравится и педагогам
То, что начальная школа у нас практически одна в блоке. И если сегодня рассчитывать на то, что все-таки учащихся в школе очень много, а это ученики квартала К и Н, то на начальной школе на сегодняшний день у нас 11 классов комплектов только первых классов. А вообще начальной школы 31 класс. Так у нас и получается, что в этом блоке, в Б, мы так его называем по строительным терминам, так у нас получается, что в этом блоке Б, В практически находится школа в школе, в которой находится на сегодняшний день уже 700 учеников. Сколько всего классов? Всего классов на сегодняшний день растем, как грибы, как и дома в этом микрорайоне, наверное, так и у нас классы. Каждый день увеличиваются классы-комплекты, потому что родители, кто-то попозже, значит, приезжает с отпуска, и поэтому у нас получается, что практически набираем каждый день по 2-3 класса. На сегодняшний день с 5 по 11 класс у нас 37 классов комплектов, еще 37. Итак, вместе получается у нас 68 классов комплектов. На сегодняшний день 1700 учащихся. Ученики каких кварталов здесь будут учиться? В основном это, конечно же, ученики нашего законного квартала К. И плюс еще и квартала Н, потому что это самый близлежащий квартал, и обучать, конечно же, детей этого квартала придется нам. Хотя в будущем будем надеяться, и, наверное, строители, как пообещали нам, и город нам пообещал, и будем надеяться, что нас все-таки разгрузят, и школа еще будет сдаваться, и квартал Н, возможно, законно уже пойдет в свою законную школу. Алла Владимировна, сегодня праздничное, красочное было открытие школы. Хотелось бы пожелать вам такой дружной семьей все последующие годы прожить. Ну а вам, как хозяйке, конечно, на вашем поприще всего самого хорошего. И поздравляю вас с сегодняшним днем. Спасибо. Нелли Николаевна, еще одна новая школа. Снимет ли это напряжение в нашем городе? Нет, напряжение не снимет. Ведь в этом году мы закрыли 2 школы, которые работали в старом городе, первую и вторую школу. И в основном идет переселение населения из старого города сюда, и они размещаются в новых кварталах. Поэтому, естественно, эта школа, она взяла нагрузку тех школ. И поэтому напряжение не будет снято. Где-то приблизительно столько же, 21 тысяча, и будет учиться во всем нашем городе. А когда будет ближайшая школа в нашем городе? По проекту, вообще-то, на следующий год должна быть сдана школа в квартале Н. Это должны энергостроители ее построить. Но начала еще нету. Вот такое нерадостное заключение. Но все-таки, дорогие, милые преподаватели, я поздравляю с вашим началом горячей вашей порой, с началом учебного года. Всего вам доброго, здоровья, хороших вам оценок. Спасибо. Дорогие телезрители, поздравляю вас с этим прекрасным днем знаний. Будьте счастливы.